Добрый день, меня зовут Ивановская Валентина Сергеевна. Я ученица 5 класса. Я из Хатанской СОЖ имени Самсонова городского округа, город Якутск. Моя тема — Киевер, зарядка для ума. Я очень люблю читать. Мое увлекательное занятие — чтение. Началось со сказок. Наверное, нет на свете человека, который не читал хотя бы одну сказку. Со сказки начинается наша жизнь. Сказка красит наше детство, делает его ярким, интересным. Говорят, что сказка — это выдуманный сюжет, который мог бы случиться в жизни. Как сказал Александр Сергеевич Пушкин, сказка ложь, давнее намек. Добрым молодцам урок. Актуальным для меня стало составление познавательной игры по мотивам сказок. Кроссвордов, викторин много, а кейворда нигде не видела, поэтому я решила составить кейворд. Цель работы — составление кейворда по мотивам прочитанных русских народных сказок. Задача: первая — составить список часто встречающихся слов в русских сказках. Второе — составить список слов для кейворда. Третье — нарисовать сетку с клетками и сделать шаблон для кейворда. Четвертое — составить кейворд. Гипотеза. Если я составлю кейворд по мотивам сказок, то будет ли это интересно детям? Кейворд — это особый вид кроссворда. Буквы в кейворде заменены числами. Одинаковым буквам соответствуют одинаковые числа. Разные буквам — разные. Необходимо определить это соответствие и получить сетку с согласующимися между собой словами. В качестве подсказки может быть открыто какое-либо слово. Создание кейворда. Для создания кейворда я сначала определила тему будущей кейворда. Создание кейворда. Для создания кейворда я сначала определила тему будущего кейворда. Я выбрала тему «Русские народные сказки», определила размер кейворда. У меня получился 17-19 сантиметров. Заранее я распечатала 10 шаблонов кейворда. Самым сложным было подобрать слова для соответствия в сетку согласующимися между собой словами. Я выбрала слова из 18 сказок, которые редко используются в обыденной жизни. Много раз я начинала сначала, так как слова не соответствовали друг другу. На черновике я карандашом заполняла слова кейворд. Потом подставила цифры. К одинаковым цифрам соответствуют одинаковые буквы. Разным буквам разные цифры. Для ключей я использовала два рисунка. Первый рисунок простой, а во втором рисунке есть загадка. Черный конь бежит в огонь. Над созданием кейворда я трудилась долго, больше месяца. Это шаблонный черновик кейворда. Применение кейворда. Мы применили кейворд на занятиях неаудиторной деятельности 1-4 классов. Дети работали увлеченно. Первое слово рисунка номер 1 они угадали быстро. Он был из сказки «Петушок, золотой гребешок». А слово рисунка номер 2 не все смогли отгадать. Там была загадка. Черный конь бежит в огонь. Ответом к загадке было слово «кочерга». Сейчас в домах стоит газовый котел, а не печка. Поэтому некоторые дети не знают, что такое кочерга. В основном ученикам понравился кейворд. Было весело угадать слова. Появился соревновательный интерес. Заключение. Я составила кейворд по мотивам сказок, что привлек большой интерес детей. Я пришла к мнению, что увлечение кейвордом является очень полезным досугом. Это тренировка памяти и логики, развитие интеллекта и трудолюбия. Можно создать кейворд определенного уровня сложности. Это очень увлекательный процесс, который поднимает интерес детей, развитие их языкового догадку. Спасибо за внимание.